Дводненко Иван отличился во время битвы за Днепр. В сентябре 1943 года Дводненко со своей батареей успешно переправился через реку в районе деревни Нивки и вступил в бой с врагом. Во время отражения контратаки немецких танков Дводненко получил ранение и продолжил сражаться. После выхода из строя наводчика одного из орудий красноармеец начал лично вести огонь и уничтожил 2 танка противника. В дальнейшем батарея Дводненко подбила еще 3 танка и самоходные орудия немцев. Красноармеец скончался от полученных в боях ранений в декабре 1943 года. Похоронен в Гомельской области, Белоруссии. Дмитриев Алексей, участник операции «Багратион», получил орден Отечественной войны 2-й степени за уничтожение 2 75-миллиметровых орудий противника, пулемета, минометной батареи при наступлении батальона. В боях у украинской деревни Плескачи Дмитриев уничтожил до 100 гитлеровцев и зенитное орудие. У деревни Кукуево отбил контратаку противника и уничтожил до 50 неприятельских солдат и минометную батарею. Награжден орденом Красной Звездой за подавление огнем батареи 106-миллиметровых орудий врага, 3 минометных батареи, а также уничтожение 2 танков, артиллерийской батареи и 5 пулеметов. Удостоен звания Герой Советского Союза за мужество и отвагу. Проявление в августе 1944 года. Отражая вражескую атаку, осуществленную 35 танками противника, Дмитриев огнем дивизиона подбил 5 танков, когда часть танков и пехоты противника прорвалась к наблюдательному пункту. Красноармеец организовал его оборону, отсек вражескую пехоту от танков и отбил 3 контратаки противника. После этого Дмитриев, собрав бойцов взвода управления, контратаковал врага. Погиб в бою в октябре 1944 года. Его могила находится в Кудеркос-Науместисе в Литве. Душкин Иван участвовал в авиационных налетах на Берлин, Кёнигсберг, Данциг, Варшаву, Будапешт, Тильзит, Инстербург. В августе 1943 года Душкин совершил 146 боевых вылетов на бомбардировку объектов вражеской военной промышленности. Ночь с 7 на 8 августа самолет Душкина был подбит над Мгой. Экипаж решил сесть в Калинине, однако в итоге у него отказал мотор. Выпрыгнув с парашютом, из машины успел лишь радист экипажа. Весь остальной экипаж погиб. Душкин был похоронен в братской могиле в поселке Неболчи Люботинского района Новгородской области. Удостоен звания Героя Советского Союза. Награжден 2 орденами Ленина. Медалью за оборону Сталинграда. В честь Душкина названа школа Душанбе. Якубов Урунбек. В августе 1943 года при прорыве обороны противника в районе села Дудково Харьковской области расчет Якубова уничтожил до 20 гитлеровцев и подавил 2 огневые точки. Через месяц Якубов форсировал Днепр в районе села Сашиновка, где установил миномет и приступил к уничтожению немецких войск. С октября 1941 года красноармеец произвел из своего миномета более 8000 выстрелов. Якубов получил звание Героя Советского Союза, ордена Ленина и Отечественной войны 1-й степени, знак почета, медали «Золотая звезда» и за отвагу. Умер в 1989 году в Душанбе. Карабаев Немат был первым таджиком, удостоенным звания Героя Советского Союза. С первых дней Великой Отечественной войны Карабаев ушел на фронт и отважно воевал. С ноября 1941 года командовал пулеметным взводом 56-го кавалерийского полка. Участвовал в битве за Москву, Ржевско-Вяземской и Ржевско-Сычевской операциях. Погиб в январе 1943 года при переправе через Дон. Был награжден медалью «Золотая звезда» и орденом Ленина. Именем Карабаева назван проспект, улица и площадь Душанбе.
Касымов Хайдар при форсировании Десны заменил вышедшего из строя командира роты и организовал переправу личного состава через реку с последующим боем по захвату и удержанию плацдарма. Дальнейшее в боях на подступах реки Припять минометом уничтожил склад боеприпасов и несколько десятков фашистов. Касымов получил звание Героя Советского Союза, ордена Ленина, Отечественной войны первой степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Знак почета. Ветеран был убит боевиками НФТ в марте 1993 года. Его именем названа пионерская дружина школы номер 39 в Кишлаве, Полизак, Рашского района. Кашпуров Петр проявил себя в боях в Сталинграде и при освобождении Запорожья. В октябре 1943 года два батальона гвардейцев под командованием Кашпурова преодолели сопротивление врага и первыми штурмовали Запорожье. Развивая наступление, стрелковые части вслед за танками прорвались в центр города и полностью выбили неприятеля. В результате освобождения города появились благоприятные условия для разгрома гитлеровцев в районе Днепропетровска. Так батальон Кашпурова форсировал Днепр под сильным артиллерийским огнем противника. Красноармеец взял на себя руководство прорывом обороны противника, защитой и расширением плацдарма. Противник неоднократно контратаковал гвардейцев, однако советским солдатам удалось отбить все попытки фашистов и удержать плацдарм. Кашпуров геройски погиб в боях под Кривым Рогом в феврале 1944 года. Похоронен в городе Апостолово Днепропетровской области. Кинжаев Ходи отличился во время битвы на Курской дуге. В начале июля 1943 года его расчет отражал контратаку 24 немецких танков, побив 4 из них. Когда весь расчет вышел из строя, трижды раненый Кинжаев продолжил вести огонь в одиночку, подбив еще 3 танка. Когда орудие Кинжаева было уничтожено, он подобрал противотанковое оружие и уничтожил 8-й танк, лишь после этого направившись в Медсанбат. По пути он оказал первую помощь артиллеристу из соседнего расчета и доставил его к врачам. Кинжаеву вручили звание Героя Советского Союза, ордена Ленина, Знак почета и Отечественной войны первой степени, медаль «Золотая звезда». Ушел из жизни в 1992 году в Сагдийской области. Коржов Даниил отличился во время битвы за Днепр. В сентябре 1943 года, несмотря на массированный вражеский огонь, одним из первых в полку переправился через реку у села Лопатни Черниговской области Украинской ССР. Коржов принял активное участие в боях на плацдарме на западном берегу Днепра. Пулеметом уничтожил группу немецких солдат, пытавшихся сорвать переправу полка. В ноябре 1943 года Коржов пропал без вести. За мужество и героизм удостоен звания Героя Советского Союза, орденов Ленина и Красной Звезды. Кратов Дмитрий участвовал в битве за Москву, боях под Ржевом, освобождении Брянской области, Белорусской ССР и Польши. Особо отличился во время Висло-Одерской операции. В бою между населенными пунктами Естров, Фледерборн и Валахзе полк Кратова в содействии с кавалерийскими и танковыми подразделениями уничтожил 15 танков и около 4000 гитлеровцев, захватил 34 артиллерийских орудия, 19 минометов, 172 пулемета и взял в плен порядка 2000 фашистов. Получил звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда», ордена Красного Знамени, Кутузова третьей степени, Отечественной войны первой и второй степеней, Красной Звезды. Ушел из жизни в 1985 году в Севастополе. Крумин Иван участвовал в боях на Центральном и Первом Белорусском фронтах в освобождении Курска, Орла, Севска, Чернигова, правобережной Украины. В боях за Днепр проявил мужество и отвагу. В октябре 1943 года под сильным огнем противника
Крумин переправился на правый берег Днепра в районе Луева для корректировки огня советской артиллерии, которая обстреливала переправу. Получив ранение, продолжал выполнять боевую задачу. В результате героических действий Крумина артиллерия действовала отлично. Огневые точки противника подавляли своевременно, что обеспечило успешное форсирование Днепра и захват плацдарма на правом берегу реки. Скончался в 2003 году в Латвии. Курбунов Ахмаджон отличился во время освобождения Белорусской ССР. К июню 1944 года, будучи майором, командовал батальоном 128-го гвардейского стрелкового полка 44-й гвардейской стрелковой дивизии 65-й армии 1-го Белорусского фронта. Во время боев под Бруйском, благодаря отвлекающему маневру, успешно переправился через реку Нарев, где захватил плацдарм. Продолжая наступать, батальон отобрал у противника важную высоту и перерезал шоссе к северо-востоку от деревни Свещина. Противник неоднократно контратаковал на батальон, удержал свои позиции. Только за время отражения нападения бойцы Курбанова уничтожили 6 танков, 4 бронетранспортера, 12 пулеметов, 185 фашистов. Курбанов был убит в бою на территории Польши. Он похоронен в братской могиле в деревне Шинах Куявска-Поморского воеводства Польши. Лапшин Алексей отличился за время битвы за Днепр. В середине октября 1943 года передовой отряд Лапшина переправился через реку в районе села Каменка Черниговской области и захватил плацдарм на западном берегу. Позиция удерживалась до переправы всего батальона. Во время отражения одной из немецких контратак Лапшин получил ранение. Он продолжал сражаться. Лапшин получил звание Героя Советского Союза, ордена Ленина и медаль «Золотая звезда». После окончания войны вернулся в Тамбовскую область, скончался в 1957 году. Мирзоев Тохтасен особенно отличился при форсировании Днепра и удержании плацдарма на правом берегу. В октябре 1943 года в бою за высоту 106,7 юго-западнее села Мишурин, Рог Днепропетровской области, красноармеец Мирзоев повел бойцов на атаку. Мирзоев первым ворвался на высоту и уничтожил гранатой немецкий пулемет. После взятия точки советские солдаты сумели отбить 10 атак гитлеровцев. В одном из следующих боев Мирзоев пропал без вести. Получил звание Герой Советского Союза. Мнишенко Михаил был ранен дважды под Сталинградом в ноябре 1942 года и на Днепре в октябре 1943 года, где особо отличился. В ночь с 8 на 9 октября 1943 года форсировал реку Тетерев, овладел поселком Затонск и захватил крупный плацдарм. Когда полк перешел к преследованию, передал Затонск пехотным частям и продвинулся с боями на 15 километров. После того, как гитлеровцы второй раз захватили Затонск, полк Мнищенко снова освободил его. В киевской наступательной операции его соединение перерезало шоссе Киев-Житомир, благодаря чему противник не сумел отступить на запад. Во время оборонительной части операции полк стойко отражал контратаки превосходящих по численности немецких войск южной части Житомира. Мнищенко участвовал в Прокурсково-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Восточно-Карпатской, Висло-Одерской и Нижнеселесской наступательных операциях, освобождая Украинскую ССР, Чехословакию и Польшу. В феврале 1945 года полковник был направлен в госпиталь, перенес несколько операций, лишился глаза. В апреле того же года вернулся на фронт и продолжил воевать в Братиславско-Брновской и Пражской наступательных операциях. Умер в 1967 году. Похоронен на Лукьяновском военном кладбище Киева. Мухаммед Мирзоев Ховаджи, Хаважи, ушел на фронт осенью 1941 года.
Участвовал в Сталинградской битве. В сентябре 1943 года при штурме поселка Березна Черниговской области огнем из пулемета обеспечил атаку эскадрона в конном строю. За этот бой он был награжден орденом Красной Звезды. Кроме того, Мухаммед Мирзоев в числе первых переправился на правый берег Днепра. При помощи пулеметного огня красноармеец очистил берег от врага и обеспечил успешное форсирование реки своим подразделением. В ходе боя был трижды ранен, но не оставил позиции, уничтожив 144 фашиста. Скончался от ран в начале октября 1943 года. Назаров Туйчи одним из первых преодолел реку Одер в районе населенного пункта Кьёбин, ныне Хобеня, Польша, в январе 1945 года. При захвате и расширении плацдарма уничтожил до 12 гитлеровцев и расчет ручного пулемета. За боевые заслуги таджикскому солдату присвоили звание Героя Советского Союза. Умер в 1974 году. Похоронен в Ферганской области. Недошивин Вениамин принимал участие в Великой Отечественной войне с ее первых часов. Ночь нападения фашистов на СССР 22 июня 1941 года был дважды ранен, но только с подходом подкрепления позволил себя перевязать. Во время освобождения Ленинграда в январе 1944 года Недошивин один из первых вместе с бойцами вброд форсировал реку Ижора. Внезапной атакой он вместе с другими подразделениями выбил врага из деревни Русолово-Гатчинского района Ленинградской области. В ходе боев было уничтожено до 2 взводов противника, захвачено 3 орудия с тягачами и 6 автомашин с боеприпасами. На подступах к Гатчине лейтенант Недошивин во главе взвода ворвался в деревню Пижма. Он оказался в окружении. Заняв круговую оборону, вдохновляя бойцов на победу, дважды раненый Недошивин оставался в строю и стойко отбивал атаки противника до подхода подкрепления. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Скончался в Душанбе в 1988 году. Новосельцев Михаил особо отличился при форсировании Днепра. В конце сентября 1943 года организовал переправу 2 батарей дивизиона на правый берег реки в районе села Гребни Киевской области и, заняв позиции, стрелил огнем контратакующего врага. В критические моменты боя Новосельцев лично вставал к орудию. В итоге красноармейцам удалось удержать знатный плацдарм. За мужество и героизм Новосельцеву присвоили звание Героя Советского Союза, вручили орден Ленина и медаль «Золотая звезда». Скончался в 2003 году, похоронен на Митинском кладбище в Москве. Обухов Василий. В мае 1942 года в качестве второго пилота на бомбардировщике доставил советскую делегацию во главе с министром иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым для переговоров сначала в Великобританию, а затем в США. К октябрю 1943 года Обухов совершил 156 боевых вылетов на бомбардировку важных стратегических объектов в глубоком тылу противника. В частности, атаковал базы гитлеровцев в Берлине, Данцинге, ныне Гданьск, Кёнигсберге, ныне Калининград, Тильзите, Бухаресте, Варшаве. Обухову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Погиб в автомобильной катастрофе 6 мая 1945 года. Похоронен в Балашове Саратовской области.